Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І на актуальнае, самае сёння што актуальнае, гэта падлікі, колькі ж там ужо на сённяшні дзень на гэтую хвіліну прагаласавала на платформе «Голас» за ініцыятыву Святланы Ціхановскай. Ну што ж, вось пра голас, галасаванне і ўсё астатняе з гэтым звязаным мы зараз і пагаворым. Маім госцем стаў распрацоўшчык платформы «Голас» Павел Лібер. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый день. Ну что, я думаю, что вы там як чалавек які добра разбіраецца ў розных там сацыяльных сетках, інтэрнэце і ўсім астатнім, ужо начыталіся водгукаў, вас там раздолбали і з платформай, і с этим галасаваннем, с усім астатнім, ці не? Вот что бачыце? На самом деле нет. Мы увидели огромный ажиотаж, мы увидели огромное воодушевление. Даже оказались технически не совсем готовы в первый день, потому что мы не ожидали такого пика вообще людей, желающих проголосовать. И у нас чат-бот даже отвечал с большой задержкой первые полчаса голосования, но, к счастью, мы никого не потеряли, все смогли проголосовать. И это вообще, то есть в соцсетях до сих пор творится что-то невероятное, люди запускают флешмобы, люди адвокатируют это голосование, люди звонят бабушкам, родным и близким. Ну, то есть, и даже если посмотреть на число на счетчике, сейчас там 666 800 с копейками голосов, то, по сути, прошло всего 4 суток. Для нашей команды кажется, как будто прошло 4 недели, потому что это просто невероятно, что мы смогли за 4 суток набрать такое количество голосов в условиях современной Беларуси, в условиях вот этого кризиса, в условиях этой депрессии, в условиях там падения настроения. Мне кажется, вот этот опрос, он стал таким глотком воздуха, который снова взял и буквально за несколько дней объединил сотни тысяч людей. Вот просто взял и объединил. Мы получаем критику, и мы получаем много вопросов, и мы за всем этим следим, на самом деле, очень внимательно. Но при этом абсолютное большинство реакций сегодня, я бы сказал, там более 90%, которые мы читаем, они абсолютно позитивные, воодушевляющие, и общество очень сильно вовлеклось, и общество вот через обсуждение этого голосования вытеснило просто из инфоповестки практически все остальные поводы. Тым не менш, вось, спадар Павел, вы кажаце пра тое, што грамадства вельмі так гэтым зацікавілася, шмат галасуюць, вы не чакалі такой колькасці галасоў, што столькі людзей прыме удзел у гэтым галасаванні, але я чуў такія: ну паглядзі, за 4 дні ўсяго 600 тысяч, ну гэта ж мала, мы ж думалі, што вот тут зараз 3 мільёна, рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў прыйдзе пойдзе і пастрыжэцца на лыса ўжо і гэтак далей, што ён паабяцаў зрабіць. Усё ж такі, ведаючы і сітуацыю ў Беларусі і ўсё астатняе, давайте шчыра, 600 тысяч за 4 дні, з аднаго боку гэта шмат, але ці шмат гэта? Смотрите, мы абсолютно уверены, что это много. То есть мы же не можем сравнивать эти числа с чем-то абстрактным, да? Мы можем сравнивать эти числа сами с собой, с той динамикой, которая когда-то была на «Голосе» в августе, с той динамикой, которую мы наблюдали в различных общественных петициях и прочем. То есть мы не можем просто говорить, что нужно взять, там, не знаю, в Беларуси там есть 7 миллионов там, или 6 миллионов людей, которые представляют собой электорат, и нужно брать от него какое-то число. Это же абсолютно неправильное сравнение, потому что в любом обществе просто не бывает 100% людей, которые во что-то вовлечены. Мы можем сравнивать свою динамику со своей динамикой. И на сегодняшний момент я могу совершенно точно сказать, что, во-первых, это самое большое количество голосов из всех наших опросов, которые мы проводили после выборов, после вскрытия фальсификаций. А во-вторых, это самая большая пиковая нагрузка, которую мы получили. То есть мы даже в августе, когда выходили на выборы с «Голосом», у нас не было таких пиковых нагрузок. Поэтому мы считаем, что это очень много, потому что сотни тысяч людей – это очень много. То есть и вот этот общественный запрос на то,
чтобы увидеть, что, ну, у нас же власти вообще оперируют как бы числами, там 200 змагаров, там общественный опрос на 10 тысяч человек показал глубокое доверие к государству, там и так далее и тому подобное, как бы, ну, то есть здесь совершенно несравнимые масштабы, и я честно считаю, что это много, и всех скептиков призываю сравнивать сопоставимые вещи, а не абстрактные. Просто вы ж ведаеце, как умее працаваць прапаганда, і нават па выніках галасавання вось на платформе «Голас» пасля жнівеньскіх прэзідэнцкага галасавання, мне пасля яго чыноўнікі у такіх прыватных размовах гаварылі: ну ты ж разумееш, вось глядзі, нават паводле «Голаса» Лукашенко выйграў і гэтак далей. А зараз што яны скажуць? Ну паглядзі, 680 тысяч, ну хай будзе там 700 тысяч, там нават мільён. Кажуць, ну гэта ж 10% ад 10 мільёнаў беларусаў, ну хай троху болей, калі браць колькасць выбаршчыкаў, іх там у нас каля 6 мільёнаў. То есть вот, ну это вот 20%, якія вот і ёсць вас змагароў, і ўсё. Ўсё ж таки можна аперировать вот гэтымі лічбамі, ці нельга у такім ключы? Я считаю, что нельзя, потому что, как я уже сказал, нужно сравнивать сопоставимые вещи. И, по-моему, самая большая провластная общественная петиция, которую я там помню, и которую, кстати, недавно упоминал, по-моему, Михаил Кирилюк у себя, она набрала 3000 голосов. Поэтому нельзя сравнивать это с абстрактными числами людей, которых нет на платформе или которые не участвуют, в принципе, в общественных каких-то опросах. Ну, то есть это сравнивание теплого с мягким. Давайте да больш практычных таких пытанняў. Першае, што хвалюе людзей, гэта ці змогуць потым сілавікі атрымаць спісы тых людзей, хто прагаласаваў на «Голасе», і адпаведна патрапіць пад рэпрэсіі. Ну, прасцей кажучы, ці можна «Голас» узламаць і атрымаць звесткі тых, хто туды заходзіў і аддаваў свой голас? Нет, нельзя, и наша платформа существует уже 8 месяцев, и за 8 месяцев не было ни одного случая, чтобы у нас произошел какой-то взлом или слив данных, и более того, мы не храним как бы ни имен, ни фотографий, ни паспортных данных, у нас хранится только база захэшированных, то есть зашифрованных номеров телефона, и даже человек, получивший прямой доступ к базе, которая там находится на американских серверах амазоновских, он все равно не сможет извлечь из нее номера телефонов, потому что они зашифрованы. Поэтому вся эта история надежности и там технологии сегодня, они дают нам право говорить, что мы абсолютно спокойны на этот счет, поскольку никогда никаких утечек данных «Голоса» не было. Ну вось у нас пытаются, Андрей Демчук пытается, калі выдалить зарегистраваны аккаунт у Telegram, «Голос» застанется? После голосования, да, «Голос» останется, и, соответственно, ну, можно на самом деле не удалять бота, если человек хочет скрыть следы того, что он проголосовал, можно просто удалить сообщение от чат-бота. И, кстати, это очень интересно, потому что мы получили достаточно высокий общественный запрос на то, как скрыть следы голосования. И когда мы начали разбираться, оказалось, что на большом количестве предприятий, заводов, госучреждений людям стали говорить: только попробуйте голосовать, мы соберем телефоны и проверим. И мы даже вчера выпускали большую отдельную коммуникацию про то, что вы можете просто удалить сообщение от бота и таким образом скрыть сам факт голосования. Но вот все это, кстати, административное давление, оно же тоже очень ярко показывает, что наш режим очень волнуется того, что люди видят сплоченность, люди видят, что их сотни тысяч, и все это в такой короткий срок. Поэтому мы ожидаем еще большего давления на самом деле, и мы к нему готовимся и готовы. То есть вот, Павел, давайте больш падрабязна на гэтую тэму. Да прыкладу, мяне затрымалі, телефон у мяне мой забралі, ці вот, ну, то есть атрымалі яны доступ да майго телефона, і ці могуць яны тады пабачыць, што я заходзіў на «Голас», галасаваў, не галасаваў, ну вот можа просто зайшоў, і гэтага ўжо дастаткова для адміністрацыйнай справы. Што мне трэба зрабіць?
А, Человек может, как я уже сказал, после голосования просто очистить сообщение от чат-бота. Когда человек проголосовал, мы не показываем, как именно он проголосовал. Мы просто пишем «спасибо за ваш голос» и показываем итоговые результаты. Ну, на самый крайний случай можно, в принципе, удалить чат-бота, голос просто будет сохранен уже до этого. Хотя, конечно, там мы используем чат-бот для обратной связи с людьми, для вовлечения их в адвокатирование программы среди там знакомых, родных, близких и так далее. Поэтому лучше просто очистить чат, и тогда человек будет в безопасности. Но я бы тут хотел подчеркнуть очень важную вещь, что, по сути, формулировка вопроса, она про мирный выход из кризиса. Поэтому мне было особенно удивительно слышать отзывы, что где-то на предприятиях людям угрожают, потому что мне кажется, что более мирной и нейтральной формулировки еще нужно было поискать. Ну, ведаеце, калі б было такое стаўленне, такая логіка, як у нас з вами, што мірная фармулёўка, яна ж нічога страшнага сабе не нясе, то не блакавалі б доступ да платформы «Голас». Але гэта блакіроўка ёсць. І тут адпаведна ўзнікае пытанне, як вы лічыце, наколькі гэтая блакіроўка спрацавала, дакладней, як яна спрацавала у дачыненні да галасавання? Наадварот, людзям стала цікава, што гэта там такое, я і не чуў, а тут пачуў пра блакіроўку, дай пайду зайду пагляжу. Ці наадварот, вот шмат людзей не здолелі зайсці і таму згубілі галасы? На самом деле блокируется только сам сайт, рассказывающий про эту программу, показывающий счетчик с голосованием и дающий возможность перейти в чат-ботов. Вся работа происходит непосредственно внутри чат-ботов, их заблокировать нельзя, поэтому наш режим всячески пытается заблокировать способы, через которые люди могут в чат-боты попасть. Я могу сказать, что это не несет какого-то существенного влияния на само голосование и на поток людей, потому что при таком большом количестве людей, которые у нас есть сегодня, мы просто переключили наши каналы промо на фокус внутри мессенджеров, и мы стараемся не вести людей через сайт, чтобы люди, которые не умеют пользоваться VPN, они не пугались того, что они там заходят на заблокированный сайт. Но, как я уже сказал, самой функциональности ключевой на сайте нет, это просто сайт, рассказывающий про программу, дающий людям возможность перейти в чат-бот. Я думаю, что история про блокировку сыграла нам скорее в плюс с точки зрения общественного мнения, потому что белорусы уже давно привыкли, что если государство чего-то блокирует, значит, нужно обязательно на это посмотреть. Когда-то также происходило в августе, то есть у нас большой поток людей пришел после того, как Ермошина и Лукашенко упомянули «Голос» в крайне негативном ключе, и белорусы сразу заинтересовались, решили, этим ребятам можно верить. И я думаю, что вот вся эта история с блокировками, с вот всей, с тем, что нас обвиняют, что мы фейки, что мы боты и так далее и тому подобное, вся эта история, наоборот, играет нам на руку, просто потому, что белорусы прекрасно понимают, как у нас работает инфопространство в стране. Угу. Ну і я думаю, што чулі вы таксама такія, я не ведаю, там абвінавачанні ці падазрэнні ці яшчэ што-небудзь, што маўляў, накручваеце галасы. Магчыма гэта зрабіць? І вот прызнавайцеся адразу, колькі накруцілі? На самом деле абсолютно все голоса у нас привязаны к настоящим живым людям, мы ничего не накручиваем, и на самом деле это в принципе невозможно. Я могу сказать, что есть огромное количество людей, которые в реальном времени следит за нашим счетчиком, потому что каждый считает своей ответственностью перепроверить, что у нас нет каких-то там стрёмных скачков или еще чего-то. Мы понимаем, что мы находимся там под прицелами мониторов, под лупами и прочее, поэтому нам это не нужно на самом деле. То есть для того, чтобы понять, что мы не накручиваем, можно зайти в любой дворовой чат, и там уже 4-й день бурлит все про голосование на «Голосе». Можно там поймать любого человека на улице, и он обязательно про это либо слышал, либо уже сам проголосовал, либо вовлек своих близких. То есть мы получили огромный общественный резонанс, нам абсолютно не нужно... И очень смешно, когда наш режим рассказывает про то, что мы тут
закупили фабрику ботов, которые накручивают голоса. Но если бы это было, то, наверное, было бы бесполезно нас блокировать. А если они нас блокируют, значит, они понимают, что этого нет. Поэтому, как ни странно, режим в очередной раз выступает промоутером и адвокатом нашего голосования в силу своего невысокого профессионализма. Ну вось вы фактычна адказалі, але я ўсё ж таки задам пытанне, якое тут у нас таксама ну как бы нам перасылаюць. Ці ёсць інструменты, каб пераканаўча даказаць еўрапейскім партнёрам Тихановскай, што галасаванне на голасе не накручанае? Смотрите, мы готовы абсолютно без проблем пустить любых европейских экспертов, независимых, которые захотят удостовериться в том, как работает платформа. Пожалуйста, если любая международная организация изъявит желание, мы с радостью предоставим им возможность аудита. И поскольку, как я уже сказал, никакие наши данные не хранятся в открытом виде, можно совершенно спокойно проводить аудит любой независимой компании. Задае пытанне Сергей Егоров. Дадзеныя на серверах зашифраваныя. Ці можна іх расшифраваць, і калі можна, то хто гэта можа зрабіць? Смотрите, у нас все данные находятся на серверах за рубежом. У нас ключевая команда, которая работает с базой, вся находится за рубежом, поэтому расшифровать эти данные нельзя. Вы сказали про тое, што шмат, ну, большасць людзей у Беларусі, асабліва калі ў гарадах это гаварыць, яны альбо ўжо прагаласавалі, альбо чулі, альбо вот, ну, у курсе, карацей кажучы, што адбываецца і пра голас, і пра галасаванне, і гэтак далей. Я вот на выходныя сустрэўся с адным чалавекам, таксама вот такі за перамены і ўсё астатняе, і зайшла размова про голас. Я пытаюся, ну что, прагаласаваў? Ён кажа, слухай, ну а ён звычайны такі рабочы чалавек, так бы мовіць. Ён кажа, што я, конечно, чуў про гэта, але як туды зайсці, куды гэта мне ісці, што там рабіць, я не ведаю. Што ў гэтай сітуацыі рабіць і каму трэба ў гэтай сітуацыі што нешта рабіць? Ну, на самом деле в этой ситуации, очевидно, нам нужно улучшить свою коммуникацию, потому что если есть люди, которые все еще не знают, куда нужно пойти и что нужно нажать, то значит, что мы об этом должны лучше рассказывать, и не только через цифровые каналы, но и через, наверное, листовки, через там, обращение наших лидеров демократических сил и прочее, прочее. А с другой стороны, у нас есть сайт «Голоса», который можно найти, и у нас сегодня во всех каналах, всех практически демократических сил выложены ссылки прямые на чат-ботов. Мы рекомендуем идти вообще напрямую в чат-бот, минуя сайт по прямым ссылкам. Поэтому сегодня любой человек может перейти в опрос из практически любого канала демократических сил, из видео Светланы Тихановской, которые она в четверг, соответственно, выпускала. То есть, по сути, точек входа сегодня много. Но очень важно, что вы это сказали. Это значит, что нам нужно еще улучшать коммуникацию, еще больше доносить до всех, каким образом это можно сделать. Ну вот сапраўды такі важны момант. Я шмат ад каго чуў, што людзі, ну как бы асабліва тыя, хто не арыентуюцца нават з такіх маладога пакалення, якое ну там можа і разбіраецца у тиктоках да твиттерах, але не вельмі ведае вот куды там с этой сістэмай уводзіць, і пытаюцца людзі, ці плануеце качаць Viber, я цытую, прорывацца ў неахвачаныя, непалітызаваныя сегменты байнета? Да, я думаю, что на самом деле есть каналы, которые сегодня определенно требуют проработок. Это как раз-таки Viber, это Одноклассники, это ВКонтакте. Вот там мы исторически присутствовали всегда меньше от нашей платформы, и мы сейчас очень много усилий собираемся направить, чтобы улучшить свое присутствие там в том числе. Так, пацверджанне грамадзянства па фота паспарта вельмі доўгае. Чакаю з першага дня. Як праверка адбываецца, уручную ці аўтаматычна?
Проверка происходит вручную. Мы специально добавили возможность для белорусов, которые находятся за рубежом и не имеют белорусского номера, пройти верификацию и таким образом подтвердить свой голос. Эта верификация не нужна для людей внутри Беларуси, у которых есть белорусский номер, она нужна только для иностранцев. Поток людей оказался очень большим, и поскольку мы ограничены в волонтерах, которым мы доверяем и которых мы можем допускать, несмотря на то, что мы не просим сфотографировать весь паспорт, только его там часть, которая как раз-таки не секретная, но все равно мы здесь уперлись просто в человеческие возможности, поэтому абсолютно все иностранцы будут верифицированы, просто это занимает чуть дольше времени, чем обычно, я заранее извиняюсь за эту задержку. Мы сейчас, кстати, расширяем штат волонтеров, буквально вот сегодня увеличится их количество, и процессинг иностранцев пойдет быстрее. Ну вось акурат такі, выбачаюся, з гэтай нагоды пытается Наталья Шилович. Живу в Чехии, хочу проголосовать, но меня смущает то, что нужно сфотографировать данные из паспорта, а по-другому нельзя? Нет, мы просим сфотографировать только там несколько полей, которые как раз-таки не содержат важных данных. Просто нам нужно убедиться, что паспорт белорусский. Поэтому мы по этим полям определяем, что паспорт белорусский, и таким образом верифицируем человека. Поэтому вам не придется фотографировать весь свой паспорт, можете спокойно регистрироваться на платформе, и дальше с небелорусским номером вы получите инструкции, что делать. Галина Жарко, калі яны нагоняць сваіх галасаваць супраць, гэта можна заўважыць і неяк перапыніць? Ну, какой-то одномоментный поток голосов с какого-нибудь одинакового адреса или еще чего-то действительно можно легко определить. Но я, кстати, скажу, что платформа открыта абсолютно для всех, и мы, когда проводили соцдем на нашей платформе на предыдущих опросах, у нас там было порядка, не помню, 3 или 5% абсолютно провластных людей. И любопытно, что при этом сегодня против вот этого мирного выхода из кризиса через перемены проголосовало всего около 1%. Поэтому мы подозреваем, что, возможно, даже высокий процент аудитории, которая там за существующий режим, они все равно понимают, что в стране все уже совсем плохо и что нужно срочно выходить из кризиса. Но при этом, как я уже сказал, платформа открыта, и абсолютно любой человек может прийти, зарегистрироваться и проголосовать против, если это его гражданская позиция. В этом, собственно, и суть этого опроса, получить срез общественного мнения конкретно по данному вопросу. Валер Бардун, чаму амаль год палітычны IT-праект «Честные люди. Голос» перманентна ігнаруюць беларускую мову? Гэта раздзяляе грамадства. Ну, ўжо не адзін раз, дарэчы, чуў, што такія шкадаванні, што не мам беларускай мовы на голасе тым же самым. Да, на самом деле, ну, мы у нас есть белорусский язык для сайта, и мы не успели запустить белорусский язык к этому опросу, но мы собираемся это сделать, и собираемся это сделать вот в ближайшие несколько дней, и мы сделаем об этом анонс. И мы уже там нашли ребят, которые там нам постучались и готовы помочь нам с хорошими переводами всего, поэтому я думаю, что это просто вопрос нескольких дней, и это запустится. Скажите, а як вы правяраеце базу дадзеных выбарцаў Беларусі? Ну вот не ведаю, да чаго гэта пытанне, можа вы тут лепш ведаеце по тэме яно ці не? Я тоже не очень понял вопрос, если честно. То есть я могу сказать, что мы используем опыт, который у нас был в августе. Ну, то есть мы же в августе не просто собрали большую аудиторию, это большая аудитория слала нам бюллетени, и таким образом мы внутри себя промаркировали эту аудиторию как то, что вот это действительно аудитория, которая была допущена к выборам, у них были бюллетени, на которых стояли обратные подписи там, членов избирательной комиссии, то есть мы таким образом эту аудиторию валидировали. И, собственно, вот эта валидация позволяет нам сейчас достаточно... Ну, то есть абсолютное большинство нашей аудитории, мы понимаем, что это там аудитория, которая там нужного возраста, которая принимала участие в голосовании и так далее и тому подобное. Но при этом какой-то базы выборщиков другой, которой не голосовала на в голосе в августе, у нас, понятно, нет, то есть нам ее просто неоткуда взять. Я не знаю, я ответил или нет на вопрос, но я просто не очень понял вопрос. Ну, я таксама, просто вот, раз уже люди цікавяцца, я думаю, может быть, яны у курсе, может быть, які-нибудь коллега ваш айтишники, вы тут агульную мову знойдете, но, оказывается, не все так просто. Так,
яшчэ дзе гарантыя таго, што падлеткі альбо дзеці не галасуюць? Ну, вот это то, что я отвечал в прошлом вопросе, поскольку абсолютно большая часть нашей аудитории была заверифицирована во время выборов, это позволяет нам утверждать, что эта аудитория как раз-таки соответствует вот этому категорию аудитории выборщиков. То есть там могут быть незначительные отклонения, но они действительно будут незначительные, и поэтому мы здесь не видим особой проблемы. Ось Віктор Гончаренко, гарячка, выбачаюся, раіць вам, што апроч пашырэння там выхадаў на іншыя там платформы і на іншыя месенджеры яшчэ і даваць больш інфармацыі, як працуе платформа і якім чынам абароненыя дадзеныя. Ну, то есть не толькі выходзіць, сказаць, вот вы тут можете прагаласаваць, але і тлумачыць людзям, што вот такая у нас абарона, ну і ўсё астатняе, што ніхто у вас тут праз галасаванне не вылечить и не впаяя вам криминальную справу. Да, мы работаем над этим, и это на самом деле очень важный вопрос, потому что вот после нескольких дней мы запустили достаточно там обширное исследование, и мы обнаружили, что огромное количество людей знают про платформу, но при этом огромное количество людей, кстати, поддерживают, но при этом среди них огромное количество людей все еще боится нажать на кнопку в чат-боте, потому что за 6 месяцев наше государство успело их очень сильно запугать. И я еще раз повторюсь, за все время существования платформы «Голос» ничьи данные не были раскрыты. Мы говорим про абсолютно нейтральную формулировку вопроса, и мы призываем всех не бояться, мы призываем всех высказывать свою гражданскую позицию. Даже если вы против, вы скажите, что вы против. Как бы это тоже важно, чтобы понимать, о чем думает общество, вокруг чего оно объединяется, вокруг чего нет. Ну, ось, ник не могу прочитать, так уж накрутили, але человек пишет: «Я веру голосу, але патрэбныя железобетонные доказы для ўсіх астатніх». Ну вот сапраўды, да, тут это мы просто да слоў вяртаемся, якія Павел уже сказаў, что люди запалоханыя, люди апошнім часам баяцца там і на кнопку націснуць, і каментары пакінуць, і ўсё астатняе, бо ўжо з таких спраў заведзеных па каментары дзе-нибудь у Фейсбуку ці яшчэ дзе-нибудь даволі шмат, і адпаведна людзі з насцярогай ставяцца да любой вось такой актыўнасці нават у сацыяльных сетках, не кажучы ўжо пра галасаванне, якое улады лічуць палітызаванымі і гэтак далей. Так, ну, што яшчэ? Так. Ну што ж, в прынцыпе, астатнія пытанні такія, тут ужо людзі пачалі тлумачыць адзін аднаму пэўныя аспекты альбо спрачацца. Такім чынам, Павел, на якую лічбу разлічваеце і калі плануецца заканчэнне галасавання? На самом деле мы очень хотели бы как первую цель поставить набрать 1 миллион. И мы сейчас идем к этой цели, потому что, как я уже сказал, мы хотим сравнивать себя с собой. И где-то в августе у нас ушло почти 3 недели на то, чтобы набрать 1 миллион голосов. Сейчас мы идем быстрее. Мы посмотрим, какие у нас числа будут 25 марта. Мы бы хотели 25 марта объявить какие-то промежуточные шаги, потому что мы считаем, что людям важно понимать, что их по-прежнему сотни тысяч, и они по-прежнему за перемены, и они по-прежнему сплочаются. И дальше мы будем смотреть. Мы пока не ставили конкретную дату на закрытие голосования, поэтому пока у вашего главного редактора есть волосы. Будем голосовать. Будем голосовать. Просто там же ж вот у Светланы Тихановской, якая закликала до голосования, шла размова про 25 сакавіка, там до 25 сакавіка. То... Не-не-не, мы говорили, что мы объявим промежуточные результаты, потому что на такой обширный сбор голосов, очевидно, нужно гораздо больше времени. І наколькі, вот на ваш погляд, я разумею, что вы, конечно, не сацыёлог, але ўсё ж таки, які бы вынік не быў, вот як яны кажуць сацыолагі, наколькі гэта будзе рэпрэзентатыўнае вот атрыманы вынік? Я думаю, что
Я, я не очень понимаю формулировку, что вы имеете в виду Ну под репрезентативным. ведаеце вот калі бяруць сацыёлагі падчас апытання пэўную колькасць людзей там вот 10 тысяч да прыкладу апытаных яны бяруць там вот столько-то там чалавек гарадскога насельніцтва столько-то там сельскага і кажуць что паколькі у нас вот прадстаўленыя усе слаі насельніцтва усе ўзросты таму мы можем казаць что вот дзякуючы гэтай выбарцы вот такое в прынцыпе настроі такое меркаванне и во всего белорусского народу. Да, спасибо за пояснение. На самом деле, в таком случае, я думаю, эта выборка будет достаточно репрезентативной. Я поясню, почему. Когда мы запускали большой опрос вокруг Конституции, мы собирали соцдем нашей аудитории. И этот соцдем нас очень удивил, поскольку он показал, что на «Голосе» есть практически все слои общества, представители и городов, и районов, очень разные возраста, то есть там то есть оно покрывало вообще практически все диапазоны, ну, понятно, кроме совсем уж там молодежи и стариков. И при этом единственный перекос, который у нас был, это то, что у нас почти вся аудитория была с высшим образованием. И поэтому мы считаем, что эта выборка очень репрезентативна. Понятно, что эта выборка сегодня все-таки протестно настроенного настроения, которое хочет перемены, которое готово там найти, что такое чат-бот голоса, разобраться в этом или вспомнить это. Ну, то есть мы понимаем, что есть какое-то количество шагов, которые этим людям надо пройти, поэтому мы там сознательно свою аудиторию уменьшаем. Да? Не у всех есть смартфоны и прочее, прочее. Но при этом с точки зрения соцдема мы считаем эту выборку репрезентативной, и если интересно, я могу потом поделиться вот соцдемом «Голоса», чтобы люди понимали, что действительно на этой платформе сегодня есть все, и не нужно стесняться приходить и высказывать свое мнение. Так, Ян Како, ну, відаць, спрабуе пажартаваць ці так пасмяяцца, калі у голас гэта тайная галасавалка, то чаму трэба пашпартныя звесткі? Гэта подозрительно, піша ён. Да, я повторю, что мы просим паспортные данные, и то неполные, только у иностранцев, живущих за рубежом, чтобы подтвердить, что они белорусы. Потому что мы хотим, чтобы в «Голосе» принимали участие только белорусы, чтобы люди за границей не могли влиять на голосование. Опять же, чтобы нельзя было там нагнать ботов, потому что во многих странах можно там закупать там онлайн сим-карты и так далее. Мы хотим, чтобы у нас были белорусы, и паспортные данные мы проверяем только у иностранцев. Их не очень много относительно количества проголосовавших. Ну што ж, такім чынам ваш зварот да тых, хто прагаласаваў і да тых, хто не прагаласаваў, такое слово ад распрацоўшчыка платформы «Голас» да беларускага народа. Глас голоса. Да, я прежде всего хочу сказать спасибо тем, кто проголосовал. Я хочу сказать, не бойтесь тем, кто не проголосовал. Вы высказываете свою позицию, и платформа абсолютно надежна и абсолютно защищена, поэтому вам ничего не угрожает. Как я уже сказал, если вы волнуетесь, вы можете просто удалить сообщение от чат-бота после голосования. Этот опрос стал очень объединяющим. Он показал, что сотни тысяч людей по-прежнему хотят перемен, по-прежнему готовы сплочаться, рассказывать друг другу об этой инициативе. И мы очень хотим, чтобы именно с этим настроением он продолжался и дальше, потому что тогда мы действительно можем показать, как нас много. Ну, а я завершаю пожаданнями от наших слухачоў, якія пишут, что чакаем больше информации про платформу. Дзякуй за, ну і дакладней чакаем гарантыі таго, што хто-нибудь не салье звесткі ўсіх, хто прагаласаваў у КДБ, ну і гэтак далей. Ну, Павел ўжо гарантаваў, што таямніца захоўваецца, звесткі не зліваюцца, дабрацца да іх немагчыма. Такім чынам чакаем, ці набярэцца 3 мільёна галасоў, каб пабачыць рэдактара Еўрарадыё Павла Свердлова аголеным нагала. Дзякуй вялікі. Распрацоўшчык платформы «Голас» Павел Лібер быў з намі на сувязі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.